А сейчас разберем ситуацию перелом ноги. То есть, допустим, мы оказались в лесу, товарищ сломал ногу. Что нужно в этой ситуации делать, как я считаю? Я считаю, что нужно ногу поправить в правильное положение. В лесу у нас из подручного средства есть только разные ветки, палки. То есть пытаемся как-то зафиксировать ногу максимально. То есть в данной ситуации у меня одна палка, можно две, с двух сторон зафиксировать. Бинт, рубашка, любые средства. Начинаем перевязывать. Как можно туже, чтобы нога была четко зафиксирована. То есть полностью ногу фиксируем и вызываем уже специалистов. Сейчас передадим слово сотрудникам скорой медицинской помощи. Эту ногу обратно сделаем, как она была, да? Вот. Ну, если вы оказались в лесу и у вас нет шин, да, если вы не работник скорой медицинской помощи, то нужно найти побольше палок, длинных. Три штуки здесь понадобится. Во-первых, ваша ошибка первая. Вот у него нога лежит в таком состоянии. Выпрямлять ее ни в коем случае нельзя. Потому что если у него это закрытый перелом бедренной кости, то выпрямляя, во-первых, вы принесете ему боль, и у него будет болевой шок. Во-вторых, закрытый перелом можно перевести в открытый перелом. То есть, если кость сломалась и она уже близко к коже, вы начнете поворачивать, и она выйдет наружу. В-третьих, кости ломаются, края острые, там артерия бедренная. Вы начнете ногу поворачивать, повредите артерию, будет кровотечение. На нашем этапе помощь до иммобилизации конечности всегда нужно больного адекватно обезболить, потому что любое вот это движение, оно приносит очень сильную боль пациенту. Адекватное обезболивание делаем внутривенно любой обезболивающий препарат или внутримышечно. И дальше на здоровой ноге мы моделируем. То есть перелом бедренной кости нам надо в иммобилизации захватить три сустава. Бедренный, коленный и бедренный стоп. Накладываем с внутренней стороны шину, с наружной и под ногой. Все, мы смоделировали на здоровой конечности, теперь переносим это на больную. Вот как нога лежит, так мы ее и фиксируем. Вот эта процедура иммобилизации делается после адекватного обезболивания пациента. Ну, это на нашем этапе. Ну, дальше фиксируем это все бинтом. Нет, вот. Да. Понятно, да? То есть в лесу, если человек ногу сломал, в таком положении споткнулся, упал. Вот в таком положении, как нога лежит, вы в таком положении и накладываете ему из подручных средств шину.